алейкум рахматуллахи ва баракату, уважаемые друзья, подписчики. Я с короткими ответами, так сказать, выступлением. Опять побеспокою ваш дневной, так сказать, сон. Ну что ж, друзья, мы увидели, друзья и подписчики увидели, как очередной раз ложанулись наши нордийские утырки. Сейчас, конечно же, я конкретно буду вам рассказывать, и если получится, конечно же, возможно, сегодня сделаем вечером эфир, вполне возможно, по поводу 90-х годов, как между собой стравливают чеченцев и ингушей. По крайней мере, пытаются нордийцы это сделать. Мне скинули в личку видео, где показывают два куска. Этот нордийский ублюдок, так сказать, со всем моими политкорректностью, он закинул видеоролик, где показывает председателя парламента на тот период 90-х годов Чеченской Республики, показывает выступление представителя осетинской делегации на этой передаче «Красный квадрат», если я не ошибаюсь, это была передача, вы помните, да, все? Но, как всегда, нордийцы ложанулись в том, что они всегда делают что-то, начинают делать и сами себе роют могилу. Итак, в чем проблема, поясню вам. В данном ролике показывается момент, где они говорят: мы хотим, чтобы территория Чеченской Республики была по 1934 году. Это тем самым настраивает, само собой, определенное количество соседнего региона, зная о том, что произошло в 2018 году, негативном отношении против чеченцев. Факт первый. Факт второй. Они сразу же показывают выступление депутата, представителя от Северной Осетии Алания, и показывают, где он говорит, что благоприятно повлияло то, что Чеченская Республика обещала и дало свое указание, точнее руководство, Джохар Дудаев дал указание не вмешиваться в ингушско-осетинский конфликт. Это факт второй. То есть оба факта взяты для того, чтобы, первое, показать, что в то время, еще в 90-е годы, чеченцы говорили по границам от 1934 года. То есть как соединились, так и разъединились. И второй факт, что вызовет, конечно же, негатив нормальных даже в понимании этих людей, ингушей, патриотически настроенных, чтобы сказали: вот видите, еще в 90-х годах они были вот такими нехорошими. И второй факт, он указывает, что хочет показать, что якобы чеченцы, вот заявление осетинского делегата, где он говорит, что повлияло более быстрому урегулированию то, что чеченцы не вмешались в данный конфликт. И не прямо цитирую, но факт остается фактом. Примерно так. И как вы думаете, должен архивный документ? Я и моя команда, мои братья, мы разыскали это видео, потому что мне самому было интересно увидеть, каковы были взгляды на тот период. Телекомпания «Вид», кажется, в то время назывался, это «Красный квадрат». Вроде бы, если я не ошибаюсь, где-то в час ночи он был, да, еще во время перестройки. Я смотрю эту передачу, она идет где-то 25-26 минут. Там есть постпредставитель Джохара Дудаева в Москве, там есть председатель парламента Чеченской Республики, еще в то время не Ичкерии, Чеченской Республики. Два выступления, два представителя от Чеченской Республики, представитель от Северной Осетии и представитель от Федерального центра Москвы. Ну и, само собой, ведущий. Вот и они обсуждают конфликт и отъединение Чеченской Республики от нового создавшегося государства Российской Федерации. И да, на самом деле есть там моменты,
моменты, где указываются, где они говорят, что неправомерно, и считаем, что это неправильно, что межевание границ, ну, вы все увидите. Если сейчас, подождите, постараюсь, возможно ли это показать. Так. Когда они ставили бетонные блоки на дорогах и всячески препятствовали проходу российских войск. Хотя Ингушетия, еще раз подчеркну, такая же Россия, как и Чечня. Оно отразится на подписании пролонгации. То есть экономически, вы понимаете, понимаю, да? вот, Будем мы себя вести, Владимир, денег не понимаю. будет. Вы То есть могут вот так вот сыграть? Я понимаю, это в 1992 году, в таком случае можно и так вопрос ставить, та же российская армия по заданию, по приказу того же министра обороны Грачева расстреливала в упор ингушские дома с танков во время осетино-ингушского конфликта, где погибло тысячи людей, ингушей. А за российской армией шли осетинские боевики, которые насиловали, грабили, убивали людей. Но тем не менее, я вот не хочу сейчас сдаваться в тот конфликт и... Нужно это сказать. Сказать о том, что, тем не менее, через 2 года мы же не говорим, что мы вне России, что мы не с Россией. Мы россияне такие же, как и все. Но мы имеем определенную точку зрения, это имею я лично, имеет президент. На те события, которые происходят в Чечне. Прекратить противостояние, стрельбу, остановить войну. Тогда линия проходила по другой совершенно отметке. От тех мест, где сегодня располагаются российские войска, 30 километров в сторону России или Ингушетии. Вот где пролегала граница. Мы сегодня говорим в парламенте Чеченской Республики лишь об одном. О восстановлении границ по 1934 году. По 1934 когда сходились... Мне кажется вам, что, в общем, наверное, действительно Кавказ очень сложный регион. И, может быть, не нам, живущим в такое совсем тяжелое и немножко сумасшедшее время, сейчас решать эти вопросы. Как вы считаете, позиция Чечни и ее политика может позволить мирному урегулированию той ситуации, которая сейчас сложилась? Осетины, ингуши, чеченцы. Ну, здесь надо сказать о том, что в нашей республике с большим вниманием было воспринято заявление официальных лиц Чеченской республики об их невмешательстве в вооруженное противостояние. Это однозначно положительно воспринято в Северной Осетии. И, конечно же, вот в этом плане надо сказать, что в какой-то степени это действует стабилизирующе на обстановку, которая на сегодняшний день сложилась у нас там. Вы смотрите красный красный. Когда они ставили бетонные блоки на дорогах и всячески препятствовали проходу. Итак, вы видели видеоролик, который активно норнийцы распространяют. В данном видеоролике показывают Гуцериева как противника войны. То есть, несмотря на все эти препоны, все эти проблемы, он показывает здесь, и Гуцериева показывает здесь, что они противники войны, со всем уважением к Михаилу Гуцериеву, показывают, что все эти проблемы, несмотря на это, то, что даже говорит Влад Листьев, что несмотря на все это, все равно позицию занимает прочеченскую. Это еще один факт. Показывает вторую картинку сразу же, и в этой картинке показывает председателя парламента Чеченской Республики, того парламента, где высказывается по границе. И знаете, что самое интересное? Что, во-первых, конечно же, все это вырвано из контекста. Сейчас я постараюсь. Так. Постараемся. А теперь, уважаемые друзья, давайте посмотрим все эти вылазки. Что же было на самом деле? Как проводится компиляция? Дело в том, что эти границы сегодня установлены в советское время и до советского времени устанавливались насильственными методами, силой влияния России. Да, это так. Да, это и поэтому так. сегодня это была другая Россия. Сегодня то же самое продолжается, кстати. Вы просто не знаете. Перекраивание границы. Вот если учесть, что в 1934 году между Ингушетией и Чечней, когда они сходились как автономные республики, автономные области, и образовалась автономная республика, тогда линия проходила по другой совершенно отметке. От тех мест, где сегодня располагаются российские войска, 30 километров в сторону России или Ингушетии. Вот где пролегала граница. Мы сегодня говорим в парламенте Чеченской Республики лишь об одном. О восстановлении границ по 1934 году. По 1934 когда сходились... Мне кажется вам, что, в общем, наверное, действительно Кавказ очень сложный регион. И, может быть, не нам, живущим в такое
совсем тяжелое и немножко сумасшедшее время сейчас решать эти вопросы. Дело в том, что эти границы сегодня установлены в советское время и до советского времени устанавливались насильственными методами, силой влияния России. Да, в это частности. так, да, это и поэтому так, но сегодня, это была- например, буквально сегодня я, вылетая из Грозного, я получил информацию, что со вчерашнего дня интенсивно расставляются мины в тех местах, где находятся войска, то есть по линии Свердловск-Асиновска в пределах Чеченской Республики, углубившись на 30 километров в пределы Чеченской Республики. Например, буквально сегодня я, вылетая из Грозного, я получил информацию, что со вчерашнего дня интенсивно расставляются мины. Я предлагаю вот ближайшие несколько минут посвятить главному, попытаться выстроить модель, как вот нам здесь быть, как сделать так, чтобы кровь не лилась, чтобы были соблюдены интересы Северной Осетии, Ингушской республики и Чеченской республики, и чтобы Россия как-то смогла найти ту степень баланса, когда она политически воспринимается как союзник всеми тремя. Если вы согласны с такой постановкой вопроса, прошу. Я предлагаю вот ближайшие несколько минут посвятить главному, попытаться выстроить модель, как... Давайте попробуем, может быть, сейчас взять на себя какую-то ответственность и попытаться придумать ту модель, которая наименее кровавая. Ну давайте, я по этому поводу могу сказать, что реальный опыт движения к этому Вы предполагаете, что нужно менять границы, нужно, Нет, так сказать, я говорю пригородные... о необходимости реабилитации. Закон в данной ситуации был принят правильно, закон о реабилитации репрессивных народов. Ведь это же не означает, что моментально все передвигают свои границы, все дома освобождаются, ничего подобного. В составе Кавказской конфедерации было достигнуто соглашение о поэтапном решении всех этих вопросов. Людей-то убивают. Я вам скажу, нет, вот что скажу. Вот. Например, часть населенных пунктов, где преобладали ингуши, вот на территории пригородного района, решено было в рамках Кавказской конфедерации, это было принято решение, именовать, восстановить их ингушские именования, как они и раньше назывались, до выселения. А потом постепенно решать вопросы, постепенно решать и другие вопросы. Никто не старался выселить оттуда их. И более того, в марте месяце, выступая в этом году в марте, я, например, призывал по телевидению нашему о необходимости создания принятия первого шага на пути смягчения. Попробуем, может быть, сейчас взять на себя какую-то ответственность и попытаться придумать ту модель, которая наименее... Например, буквально сегодня я, вылетая из Грозного, я получил информацию, что со вчерашнего дня... Как вы считаете, вот позиция Чечни и ее политика может позволить мирному урегулированию той ситуации, которая сейчас сложилась? Осетины, ингуши, чеченцы. Здесь надо сказать о том, что в нашей республике с большим вниманием было воспринято заявление официальных лиц Чеченской республики об их невмешательстве в вооруженное противостояние. Это однозначно положительно воспринято в Северной Осетии. И, конечно же, вот в этом плане надо сказать, что в какой-то степени это действует стабилизирующе на обстановку, которая на сегодняшний день сложилась у нас там. Как вы считаете, вот позиция Чечни и ее политика может... Вот сегодня надо сказать одно. Пригородные районы, действительно, здесь осетинские представители, пригородные районы это являются исконной ингушской территорией. Ну, вы понимаете, об этом... Вот сегодня надо сказать одно. Пригородные районы, действительно, здесь осетинские представители, пригородные районы это являются исконной ингушской территорией. Ну, вы понимаете, об этом... Итак, друзья, наши норнийцы вырезали момент только тот, который им выгодно, где чеченцы, а то бишь председатель парламента, высказывает свое мнение, что границы были неправильно расставлены и что вглубь на 30 километров почти что передвинули границу. Вырезали этот момент для ненависти, показали Гуцериеву, несмотря на свои проблемы, что они специально делают все, чтобы помочь братьям чеченцам. И показали осетинского представителя РСО Алания, специально якобы чеченцы нам не помогали, а помогают, якобы договорились с осетинами. В двух местах данного видеоролика, он, к сожалению, не полный, а там 28 минут, в конце там просто обрыв, нету полной версии, я не знаю, что там было еще в конце, после 25 минут.
В 2 местах председатель парламента четко заявляет, что чеченцы говорят, тот же председатель парламента, который не показали, и четко говорит, что чеченцы говорят, что пригородный район исконно ингушский район. Об этом моменте нарнийцы не вырезали, не показали. Почему? Потому что нормальные братья-ингуши тогда бы поняли, что, послушайте, даже в то время чеченцы полностью поддерживали, и парламент поддерживал в то время представителей и район, пригородный район. Но этот момент не показали, потому что побоялись, что будет сближение между настоящими братьями. Вот так, выдергивая в 2 местах, причем 2 раза он говорит, ведущий всяческим образом, полную версию мы выгрузим на телеграм-канале. Ведущий пытается там говорить, что вот вы утверждаете, что это исконно ингушское, там осетины будут говорить, что это их исконно ингушское, осетинское, что это вопрос, ну, ведущий как ведущий, это понятное дело. Но в данной ситуации, где четко высказывается парламент, я этого человека не знаю. Я не знаю, живой он или мертвый. Но здесь ситуация о том, как пытаются между собой стравить чеченцев и ингушей, именно вот эти нарнийские горе-блогеры, которые пытаются указать, что чеченцы никак не помогали, а мы во всем помогали. Вот это очень важно, чтобы вам было понятно. На самом деле и в то время, и всегда чеченцы и ингуши являются братьями и помогают во всем, чем могут. Тут никаких сомнений в этом нету. Единственная проблема, которая есть и возникает. Некоторые люди пытаются политические какие-то моменты внутри выдергивать и стравливать между собой и чеченцев, и ингушей, которые в принципе далеки от политики, им это не нужно. И исторически, и кровь, и предки у нас одни и те же. Поэтому я бы на вашем месте вот этих горе-блогеров, которые вытаскивают и показывают вот эти куски, показывая якобы, что не помогали. Эта ситуация была очень сложная. Это, во-первых, развал СССР, формирование нового государства, как Российская Федерация, выход из состава Чечни, и в дальнейшем уже независимого государства они хотели объявить. Республика Ингушетия остается в составе Российской Федерации. Этот весь сумбур происходит в одно и то же время. И конфликт между Осетией и Ингушетией, вопреки это рано или поздно, если он не произошел, кто в этом виноват. Но несмотря на это, я не понимаю одного. Вы упрекаете Джохара Дудаева, что он предатель. Окей. Что он такой плохой, что он подарил красный ковер осетинам. Вот вы утверждаете в ваших видеороликах, что он там предатель, вам навредил и так далее и тому подобное. У меня возникает вопрос. Джохар Дудаев наложил вето на решение парламента Чеченской Республики, когда Чеченская Республика сказала, что Сунжинский и Малгобекский район должны обратно по 1934 году войти в состав Чеченской Республики. Вы должны, в то время Джохар Дудаев наложил вето, чтобы вернуть эти села. Это было сделано во благо ингушей. Мы как-нибудь договоримся, и было заключено временное соглашение между Русланом Султановичем Аушевым и Джохаром Дудаевым. Временное соглашение. Если бы, как вы говорите, он был предателем, если он был плохим, если Дудаев заключил договор и не пустил там войска вам поддержать и так далее, он сделал политическое заявление, как сделал бы любой руководитель того или иного региона. Так нужно было. И вы прекрасно знаете, что после этого есть заявление Министерства обороны Российской Федерации, где они выступали и рассказывали, и говорили, что генералы говорили, что там проходили помогать боевики и так далее и тому подобное. Но это долгая история, не мне вам рассказывать это. Вы прекрасно знаете, мы сколько показывали вам и доказывали эту ситуацию. Так вы определитесь, он помог вам или не помог. С точки зрения вот мы, ногчи чеченцы, мы могли бы еще обсуждать эту ситуацию, где он был прав, где он был неправ. Потому что решил он этот вопрос в то время, в 90-х годах, то есть раз и навсегда, как сошлись, так и разошлись. Вопрос стоял бы по-другому. Но здесь вы видите, представитель парламента утверждает в этом видеоролике, который вы же сами закинули, в 2 раза он четко говорит: пригородный район братьев ингушей, пригородный район исконно ингушская земля.
Вы это не вырезали. Вы показали именно момент, где он говорит, что мы за то, чтобы как сходились, так и разошлись. И тем самым пытаетесь натравить. Себя вы обеляете, показываете белыми, пушистыми, хорошими, а нас вы пытаетесь, точнее, общий народ пытаетесь как-то подставить. Еще раз, достойным братьям, сестрам соседнего региона. Вежри, галгачуаш был вежри. Матеш цунахах, ишпичу чум шушун. Хизар, далдек алвел велчулт ях, нохчиши галгаши, бартхил булма бельняха, мичер юльцахуш. Нохчи колман сит экич, нохчи тейпна шантекич, нохчи он хвашантекич, нохчи махкан, кюгал хвашантекич, ши царахлят. Хуюцауш, я те боржа йочо, хумша уахашин и пастышяшу, ишпитан дяшту. Ашун хиц дагайти и мудяшту, дин передачи юпира, кусуа каякна, дагайтин, а на самом деле тхоголвишин, воду и район голвиши юбокшу, момент цагайтин и гайтни хари, нохчи голгаши юкаха бартхрибулде. Сундера тиеш мигардат цулойсишах. Иш лейю, иш питни хумшу, ятер цит инадат, ятер ятия борша якал мааяти хумшу. Вай хилла шуну вежри, вай душун. Но история лахтун ши агою, тан аго шиенек дуйца ду, вук аго шиенек дуйца ду. Ши и аго хажвисун. Валлахи ватсо, ас югат акаба, бок Аллах ديلت إرسانه والله بالله تالله سونا يا مواستقيت سخيت يا غوتسيت يا غلغا يا سولي يا خبرش غلغات خد إيه تاني ويتعدوش تقام دوي سولي دين تاني بوي نو خارتو يوش دقدري دوش هم تقولش تانا نوخش لاتش تقولش وين يقول قطر إبيتان خليت غاش ليرش بوناخا قطر إبيتان خيرش ليلوش دويهمش إبايرق شيخكر إقدر قدرت سنديرة أسماء الله تان صراحة ما جحسن اهتو بالا وي افير خريو شين خوك شين خيتك فوق чубу язия Уважаемые друзья, я вам еще раз показал исторический период 90-х по 92-е года, как люди занимаются компиляцией, как пытаются разжечь межнациональную рознь между чеченцами, ингушами и осетинами даже, как все это преподносится, как провоцируют те же самые блогеры, неизвестно кто, я не знаю, вполне возможно это иноагенты, на кого они работают, я не знаю, откуда они получают, я тоже не знаю, своих лиц они не показывают, ни мужества, ни чести, ни совести нет, я не знаю, какого они пола, это оно, не имеющее ни пола, они провоцируют и пытаются стравить друг друга, поэтому остерегайтесь таких людей, не верьте этим провокаторам, даже истории, проверьте просто-напросто, элементарно вырезав 1,5-2 минуты, они закинули с видеоматериала, который приблизительно длится 30 минут. Мы его нашли, мы их опять же разоблачили и показали, что не все так, как они показывают. И помогали, и утверждали, и указывали и о братстве, и о том, что это исконно ингушская земля. А какие-то политические моменты, опять же я вам указываю, если Дудаев сказал, что не направить туда войска в этот конфликт, вы показываете это как минус чеченского народа, что не помогли им, то у меня возникает вопрос. Тогда Дудаев наложил вето возвращения Малгобекского и Сунжинского района. В чью пользу это было решение? В пользу создаваемой новой республики Ингушетии в составе Российской Федерации? Или же в пользу суверенного на тот период, как они считали, государства Ичкерия? Ответьте на простой вопрос, и вы поймете. Люди того времени прекрасно знают, но то, что они не говорят сегодня правду, я не могу понять. И утверждение, где хорошо, где плохо, я не утверждаю. Я в то время был совсем, грубо говоря, ребенком. Мне было всего в то время 9-10 лет. Я не могу вам утверждать что-либо правильно или нет. Но сегодня, рассуждая, я сторонник того, что если бы в то время парламент довел бы, и Дудаев бы не наложил бы вето и довел бы до конца, и сегодня даже если бы мы обратно объединились, и как сегодня Чечня была бы в составе, не было бы вот этих проблем. Не было бы этих проблем. Но не довели, оставили, и проблема перешла в 21 век, и она досталась нам.
эта проблема, ее нужно обсуждать, смотреть, какие острые углы, смотреть ее историю. Не нужно ни проклинать, ни проливать кровь, ни пытаться кого-то оскорбить по внешности, родовой и так далее и тому подобное. Просто будьте разумны, общайтесь культурно, ищите корни, изучайте историю. И если вы правы, альхамдулилля, если нет, имейте мужество сказать: да, мы здесь не правы, и правы вы. На этом я заканчиваю. Постараемся сегодня вечером с вами встретиться, обсудить. Если у вас есть по данной тематике вопросы или комментарии, пишите здесь. Ролик, конечно, мы загрузим, и вы можете посмотреть полную версию, и вы поймете, что в данной ситуации мы вас не обманывали, и все есть как есть. Всем ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. С вами был Башлам.